Автору Абезов исполнилось 90 лет. В адрес Алексея Лумановича Папаскир звучали поздравления в Абхазском государственном университете. Декан филологического факультета АГУ Батал Хагуш зачитал поздравления от имени ректора АГУ Олеку Гварами. Как педагог, работая с молодым поколением филологов и историков, вы всегда были объективны, честны, доброжелательны и своим примером добросовестного отношения к труду заражали своих учеников. Желаем вам, дорогой Алексей Луманович, здоровья, успехов в научной и творческой деятельности. Твердо Алексей Луманович, как гражданин, он активно выступал и выступает поборником прав абхазского народа. В известный период национально-освободительной борьбы он был одним из активных участников движения. Его фамилия значится в числе 130 подписантов знаменитого абхазского письма, а также лыхнинского обращения и других судьбоносных для республики патриотических акций. Сегодня Абезы – монопольное владение Алексея Папаскир в историческом абхазоведении. Большая фундаментальная монография в 548 страниц. Абезы в древнерусской литературе и проблемы истории Абхазии, вышедшая в Сухуми в 2005 году, стала поистине важным явлением в истории абхазской научной мысли. Когда грузинские ученые присваивали себе Абезов средневековых русских источников, ни один абхазский историк ни в обиду не мог сполна оппонировать им, как это сделал филолог Алексей Папаскир. Естественно, поэтому многие годы он был гоним со стороны тбилисских фальсификаторов средневековой истории абхазского народа. Даже в пределах родной страны ему, как националисту, тяжело было добиваться публикации своей научной продукции. Он пережил и такие моменты жизни, когда его статьи вырывались из журналов, готовых к тиражированию, или изданных уже, но не успевших попасть на полки книжных магазинов. В действительности у Леши всегда внуки была своя твердая позиция, от которой он никогда не отходил, защищал. В советское время, вы знаете, больше всего грузинские лжеученые боролись против двух наших, в первую очередь против Шалы и Налпе. Вы помните, в 1976 году, когда вышла книга Шала Денисовича «Вопросы этнокультурной истории абхазов», заявили, что надо изъять эту книгу. Но на этой почве, вы помните, потом 1978 годы и так далее. Также, значит, я вспоминаю биографию Льва Николаевича Гумилева, как раз в те годы Леша фактически для публикации был запрещен, как Гумилев. Алексей Папаскир – автор 6 книг различного объема и различной проблематики. Его перу принадлежит более 17 других научных публикаций, помещенных в коллекционных монографиях, сборниках и журналах. Он выступает с докладами и сообщениями на научных форумах, конференциях и сессиях, проводимых в нашей стране и за ее пределами. Если проследить за историей филологического факультета, каждый студент с гордостью отметит, что на протяжении долгих лет в ее главе стояли плеяда профессионалов и мастеров своего дела. В их числе и виновник нашего торжества, дорогой Алексей Луманович. Мы не будем повторяться и перечислять все достижения нашего дорогого преподавателя. Они должны быть известны каждому образованному человеку. Лишь отметим, что для нас, студентов, это не только ученый, но и профессиональный наставник и пример подражания. Заведующая кафедрой зарубежной и русской литературы АГУ Натейла Бахи отметила в своем докладе и другую сторону Алексея Папаскир. Не как ученого по историческим изысканиям, а как опытнейшего преподавателя кафедры зарубежной и русской литературы АГУ. Его работа, фундаментальная работа «Абхазия в русской прозе XIX столетия» была написана им в 70-е годы. Но подходы к ней были очень, я бы сказала, давние, потому что он эту проблему вынашивал много лет. Сама проблема сравнительного литературоведения, а именно абхазо-русских взаимоотношений, не имела поддержки и не получила должного развития в период грузинского режима, когда создавалась искусственная мифология истории Кавказа и кавказских народов по приказу партийной верхушки. К этой проблеме обращались видные ученые абхазоведения, но все это были разрозненные какие-то изыскания, которые не могли еще быть в то время объединены в одно фундаментальное исследование.
Алексей Луманович не только изучил имеющийся материал, но и нашел и представил совершенно неизвестный новый материал о русских писателях, побывавших в Абхазии и оставивших интересные личные впечатления об Абхазии, об ее народе, о деятелях культуры Абхазии. Алексей Луманович Папаскиры сегодня в строю. Он по-прежнему преподает в университете, занимается научной деятельностью. Он искренне поблагодарил всех, кто организовал эту встречу. В особенности в последнее время, когда возраст уже дает о себе знать, я чувствую, что кругом теплые слова слышу, кругом считают, что я такой мудрый, я такой и так далее. Это помогает жить, безусловно. Так воспитанные люди. Хочу поблагодарить тех, кто сегодня выступил здесь. Выступавшие со мной беседовали перед этим. Я как-то предупреждал их, что я говорю, это юбилейная встреча, на юбилейных встречах не критикуют, не говорят о недостатках, это вы учтете, безусловно, но если вы перейдете какую-то черту, начнете хвалить слишком, то это может, есть опасность, что может превратиться в пародию. Они не перешли, слава Богу, я за это благодарен им. Многочисленные ученики, коллеги, друзья ученого, педагога, мудрого и доброго человека поблагодарили Алексея Лумановича за достойную школу жизни, богатый опыт научно-педагогической деятельности и преподнесли в дар юбиляру абхазский кинжал и алабаща. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.